Чапай зовет на чай. Такой народный праздник прошел в Чебоксарах вот уже в 5-й раз. В рамках Дня города в сквере Чапаева развернулись тематические площадки, мастер-классы и песни погрузили гостей в культуру и искусство разных национальностей. Анна Центовская отведала чаю вместе с Чапаем. В сквере царила атмосфера первых десятилетий 20 века. Всюду звучали народные песни, поэтические номера. Здесь же работала и фотозона, где можно было переодеться в чувашские национальные костюмы и сделать памятную фотографию. Как и полагается в те времена, черно-белую. Такое развлечение пришлось по душе не только детям, но и взрослым. Вы посмотрите, сколько площадок, сколько участников, и ведь никто не отказал. Радостно лица горожан. Это дорогого стоит. Я попробовала этот чай, но он вкусный. Оказалось, на дровах вскипяченная вода. Где такого еще в городе найдешь? Увидишь. В этом году тема фестиваля этническая. Впервые в нем принимают участие представители разных национальностей – татары, палестинцы и узбеки. Все они продемонстрировали, чем их чаепитие отличается от традиционного русского. У нас невестка разливает чай, с левой руки наливает на пиалу и передает. Сперва самому старшему из семьи, это отец, скорее всего, маме, потом и мужу, и детям. Ждем главного, самого старшего, пока не придет, не начинаем. Изюминка вечера – чаепитие за большим столом с самоваром и угощениями. Баранки, конфеты, пряники. Ну и куда же без самовара? Все в лучших русских традициях. Анна Центовская, Людмила Майкова, Вадим Владимиров, Республика.